Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульфия Азими. Здравствуйте. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь, уважаемым Александром Лукашенко. Глава нашего государства тепло поздравил президента Республики Беларусь со знаменательным событием – 70-летием, пожелав уважаемому Александру Лукашенко крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности на благо дружественного белорусского народа. В этом контексте лидер нации особо отметил конструктивный вклад уважаемого Александра Лукашенко в дело развития и укрепления многоплановых таджикско-белорусских отношений, дружбы и сотрудничества. Сегодня, 30 августа, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой посетил Нурек. Поездка главы государства началась с ознакомления с ходом реконструкции Нурекской гидроэлектростанции и ввода в эксплуатацию 4-го агрегата после реконструкции. Напомним, что первый гидроагрегат электростанции был введен в эксплуатацию после реконструкции 24 октября 2022 года при участии главы государства уважаемого Эмомали Рахмона и сейчас работает с мощностью 375 мегаватт. 30 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой посетил город Нурек. Поездка главы государства началась с ознакомления с ходом реконструкции Нурекской гидроэлектростанции и ввода в эксплуатацию 4-го агрегата после реконструкции. Сообщено, что работы по реконструкции и обновлению Нурекской ГЭС начались в 2019 году. Для завершения работ было направлено 35 миллионов 193 тысячи евро. Производственная мощность 4-го агрегата после реконструкции в сутки достигнет 8 миллионов 266 тысяч 519 киловатт-часов электроэнергии. Реконструированный агрегат нажатием кнопки лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном в торжественной обстановке был сдан в эксплуатацию, а надежная работа агрегата после того, как на него глава государства поставил монету, была оценена как отвечающая международным стандартам. Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон дал поручение ответственным лицам в рамках проекта завершить на высоком качественном уровне работы на других агрегатах и техническом оборудовании. В настоящее время продолжается первый этап работ по реконструкции на гидроэлектростанции, который включает в себя реконструкцию 3 других гидроагрегатов электростанции, ее основного и вспомогательного оборудования, замену 27 подъемных кранов, обновление 3 энергоблоков подземного комплекса, замену лифтов, ремонт плотин нижнего биефа, реконструкцию шлюзов, модернизацию насосных станций, обновление системы управления и контроля. В целом, Нурекская гидроэлектростанция будет практически полностью реконструирована. До сегодняшнего дня в рамках проекта, помимо полного обновления 2 гидроагрегатов электростанции, также заменены аппараты открытого распределения на 220 и 500 киловольт на аппараты закрытого или газового распределения. Эта мера улучшила качество производства и услуг. Здесь же глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с выполненными работами на шлюзе гидроагрегата номер 4. Шлюз считается основной частью гидроагрегата. Во время его открытия вода поступает в спиральную камеру, и гидроблок начинает вращаться. В настоящее время на объекте продолжаются подготовительные работы по реконструкции очередного гидроагрегата с привлечением работников и специалистов компании «Андриз» и ее субподрядчика открытого акционерного общества «Тоджик СГМ». Кроме того, на гидроэлектростанции ведутся работы по обновлению гидромеханических аппаратов гидротехнического объекта, замена автотрансформаторов и контроль плотины отечественными и зарубежными компаниями. Напомним, что первый гидроагрегат электростанции был введен в эксплуатацию после реконструкции 24 октября 2022 года при участии главы государства уважаемого Эмомали Рахмона и сейчас работает с мощностью 375 мегаватт. В городе Нурек основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал официальный старт деятельности компании Tajik Global Invest. Сегодня в Нуреке действует более 20 промышленных предприятий, которые в основном производят импортозамещающую и экспортно-ориентированную продукцию.
30 августа в городе Нуреке президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал официальный старт деятельности компании Tajik Global Invest. Производственная мощность предприятия в сутки составляет 10 тонн масла, а продукция в емкостях от 1 до 5 литров под брендом Равгане Оли Норак в соответствии с международными стандартами предлагается на продовольственном рынке. С началом деятельности нового промышленного объекта в Нуреке более 20 местных жителей обеспечены работой и хорошей заработной платой. Производственные линии предприятия представляют собой оборудование нового поколения, созданное в развитых странах мира, а их деятельность осуществляется с использованием угля. Сырье, то есть подсолнечник, для переработки и производства этого продукта питания импортируется из Республики Казахстан. Для хорошего его содержания установлены 4 специальные емкости, каждая вместимостью до 60 тонн. В результате использования угля полученное давление приводит в действие производственной линии. Для переработки продукции до конечного результата специалисты пропускают через 4 этапа и, согласно современным требованиям, хранят в специальных емкостях общей вместимостью до 60 тонн масла. Новое промышленное предприятие создано в соответствии с указаниями и напутствиями главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, в рамках реализации 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны и годов развития промышленности. Предприятие с 2022 года по 2024 строилось отечественным предпринимателем, руководителем открытого акционерного общества в заводе Таджибави Механики в Нуреке Худжамуродом Азимовым. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, инициативу отечественного предпринимателя для внесения вклада в направление достижения стратегических целей государства и правительства страны расценил как пример и начинание достойной поддержки и назвал важным строительством предприятия для обеспечения продовольственного рынка импортозамещающей продукции. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после открытия предприятия по производству масла здесь же ознакомился с процессом производства мыла, которое является еще одной продукцией этого предприятия. Производство мыла осуществляется после вторичной переработки отходов предприятия по производству масла с использованием новых технологических линий. В Нуреке на основе постоянной поддержки высшего руководства правительства Республики Таджикистан частный сектор, используя широкие возможности и потенциал, ежегодно сдает в эксплуатацию новые производственные предприятия и цеха. Большое количество граждан обеспечивается постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Сегодня в Нуреке действует более 20 промышленных предприятий, которые в основном производят импортозамещающую и экспортно-ориентированную продукцию. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомившись с новыми производственными мощностями в Нуреке, дал конкретные поручения ответственным лицам сферы по поддержке этих созидательных инициатив для достижения стратегических целей правительства Республики Таджикистан, особенно ускоренной индустриализации страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию центральный стадион Нурека на 10 тысяч посадочных мест. Было сообщено, что строительство стадиона началось в 2020 году. На его строительство и оснащение было потрачено более 37 миллионов сомони. 30 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию центральный стадион Нурека на 10 тысяч посадочных мест. Было сообщено, что строительство стадиона началось в 2020 году. На его строительство и оснащение было потрачено более 37 миллионов сомони. Новый объект построен на площади 4,3 гектара. Здесь созданы условия для тренировок и занятий различными видами спорта.
Здание внутри стадиона состоит из 4 частей. Первая часть двухэтажная, остальные одноэтажные. В первой части стадиона для 2 спортивных команд, тренеров и судей расположено 15 помещений. Вторая часть состоит из 9 помещений и 5 торговых центров. В ходе ознакомления лидеры нации проинформировали, что на новом стадионе для 4 команд спортсменов созданы спортивные залы. На объекте также имеются раздевалки, душевые, медицинский пункт, рабочий кабинет администрации и технические помещения, построенные в соответствии с современными требованиями. В соответствии с разработанным проектом на стадионе построены и другие вспомогательные помещения, в том числе система электроснабжения, противопожарный резервуар и стоянка для автотранспорта. С открытием этого спортивного объекта 26 человек обеспечены постоянными рабочими местами. В ходе ознакомления с созданными условиями на центральном стадионе Нурека президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам больше привлекать молодежь и подростков к спорту и дал полезные советы по подготовке спортсменов мирового уровня. Заказчиком объекта является государственное учреждение дирекции строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Проект разработан открытым акционерным обществом «Саниосп». Центральный стадион Нурека построен обществами с ограниченной ответственностью «Махмир-2012», «Толокор», «Наспи-Нур», «Абубакри Дильшот», «Ташхизоти Асер» и «Зевар». В настоящее время в Нуреке осуществляют деятельность 2 спортивные школы по 13 видам спорта – футболу, волейболу, настольному теннису, вольной борьбе, самбо, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, шашкам и шахматам, армрестлингу, боксу, кикбоксингу и панкратиону. 12 тренеров заняты обучением и воспитанием подростков и молодежи. Из этого числа 9 тренеров имеют высшее спортивное образование, 10 – среднее специальное образование. В указанных школах в 46 группах тренируются более 600 спортсменов, из них 65 женщин. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нуреке сдал в эксплуатацию здание центральной больницы после реконструкции и ознакомился с условиями оказания медицинских услуг. В ходе строительных работ на объекте здравоохранения все отделения больницы были снабжены современным медицинским оборудованием и аппаратурой. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Нуреке сдал в эксплуатацию здание центральной больницы после реконструкции и ознакомился с условиями оказания медицинских услуг. Главный корпус центральной больницы Нурека состоит из 3 этажей и подвального помещения. В нем имеются более 190 палат, в том числе 132 стационарные палаты на 136 коек, отделения педиатрии, реанимации, диагностики, кардиологии, родильные, хронических болезней, гинекологии, хирургии и другие вспомогательные объекты. Общая площадь этой больницы составляет около 6 гектаров. Работы по реконструкции и капитальному ремонту в центральной больнице Нурека были начаты при поддержке правительства Республики Таджикистан в рамках проекта по улучшению услуг матери и ребенка, запущенного на пилотной основе в 4 городах и районах Атлонской области и успешно завершены. В ходе строительства были построены новые котельные, прачечные и кабинет реанимации. Также в рамках проекта учреждения первичной медико-санитарной помощи в Нуреке оснащены современным оборудованием и аппаратурой, а их работники привлечены к курсам повышения квалификации. В ходе строительных работ на объекте здравоохранения все отделения больницы были снабжены современным медицинским оборудованием и аппаратурой. Было сообщено, что главный корпус центральной больницы Нурека был построен в 60-х годах прошлого века и с течением времени нуждался в ремонте. Ремонт и реконструкция объекта социальной сферы в Нуреке в 2022 году начались с привлечением специалистов и инженеров общества с ограниченной ответственностью «Сохтмон-3». В ходе строительства рабочие использовали качественные отечественные материалы и завершили работы в установленные сроки с соблюдением требований национальной и современной архитектуры. Объект считается ценным подарком правительства Республики Таджикистан жителям Нурека в дни празднования 33-летия государственной независимости. Наряду с выполнением работ по ремонту и реконструкции в учреждении здравоохранения из развитых государств мира на сумму более 730 тысяч долларов доставлены современное оборудование и аппаратура, в том числе хирургическое, оксигенераторы, цифровой рентген для ультразвуковой диагностики
электрокардиографы и уникальное оборудование для диагностики и лечения почек. Современные условия в больнице, созданные благодаря миру, стабильности и государственной независимости, теперь позволяют врачам Нурека проводить точную диагностику и лечение различных заболеваний, оказывать жителям услуги на высоком уровне. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, целью еще большего улучшения качества первичной медицинской помощи населению, подарил работникам Центральной больницы Нурека 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Со сдачей в эксплуатацию здания учреждения здравоохранения после ремонта и реконструкции была решена многолетняя проблема более 67 тысяч жителей Нурека в направлении доступа к современным медицинским услугам. Для своевременного лечения различных заболеваний для более 360 работников и врачей этого учреждения здравоохранения созданы благоприятные условия, соответствующие требованиям международных стандартов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе искренней беседы с врачами и работниками Центральной больницы Нурека дал полезные советы по повышению медицинского обслуживания жителей и доброжелательному отношению к пациентам. В настоящее время в Нуреке осуществляет деятельность 25 учреждений здравоохранения, в которых медицинские услуги жителям оказывают более 104 опытных врачей. Уважаемые телезрители, это были все главные новости, подготовленные к этому часу нашими коллегами. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.